Оказалось, что наши спецслужбы Молдовы были лучше подготовлены, но люди бедные, они всех ненавидят. И вот нашли своего Своего кандидата. кандидата, у которого ничего нет, вот мы за него будем голосовать. Ну как? Настроение по временам Чаушеску? Да. Вот раньше было хорошо, мы были счастливыми, вот было бедно, но нам было хорошо, мы были независимыми. Сейчас мы не обязаны им предоставлять бесплатный газ, потому что они так привыкли. Почему Парликов должен ехать, летать в Санкт-Петербурге и договариваться со страной, которая чуть не организовала госпереворот в Кишиневе? А вы хотите, чтобы там был кризис? А я хочу, чтобы Приднестровье отказалось от России. Вы хотите нас ненавидеть? Пожалуйста, только за ваши деньги. Приветствую всех, друзья. Я Михаил Серкели, и это наш новый проект «Цена свободы плюс». В рамках этого проекта мы планируем записать серию интервью с различными людьми из Республики Молдова, лидерами общественного мнения, журналистами, политиками, и проговорить или поговорить об основных политических событиях в нашей стране и о политической ситуации в целом. Сегодня мы поговорим с экс-министром обороны Республики Молдова Анатолом Шалару о том, что происходит в молдавской политике сегодня, и, конечно же, коснемся выборов, которые прошли в Румынии. Следует отметить, что это интервью мы записываем в помещении Ассоциации независимой прессы, которая любезно предоставила нам эту возможность. Господин Шалару, приветствую вас. Я вас тоже. Спасибо за приглашение. Спасибо за то, что приходите к нам, да, и делитесь своим мнением. Это очень важно, потому что важно объяснять нашей аудитории, вообще людям, которые ищут различные контенты, различные мнения, что происходит. Сегодня я, честно говоря, подготовил сегодня вопросы, только связанные с тем, как прошли выборы в Румынии. Объясню почему. Потому что мы думали, что Республика Молдова должна, скажем так, отстоять вопросы, связанные с демократией, потому что мы находимся в тылу Украины, да, для того, чтобы скажем так, не создавать проблему Украины, которая нас защищает в данном случае, защищать нашу независимость и так далее. Но оказалось, что сюрприз будет в Румынии. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, вообще, что произошло в Румынии. Значит, как вы их оцениваете? Да, немножко контекста для наших зрителей, кто забыл. Да? Во второй тур прошли Калин Джорджеску и Елена Ласкони. Оба считаются антисистемными кандидатами, но настоящим шоком для всех стал тот факт, что во второй тур прошел Джорджеску, который считался маргиналом и который транслирует явную фашистскую повестку. Его, по-моему, даже из Аура выгнали, потому что он слишком радикальный. Да. И такую пропутинскую повестку толкает. Насколько я понял, даже Дугина приглашал этого идеолога современного российского, русского фашизма. Да? То есть, что вообще происходит в Румынии? Объясните нам. Он вообще может претендовать на должность Башкана Гагаузии вместо Евгения Гуцул. У них совпадает идеология, у них программа совпадает, пророссийские. Но в Румынии произошел голос протеста. Люди голосовали против, потому что в этой предвыборной кампании партия социал-демократов, они опять прибегли к старым испытанным методам аранжировки, закулисные договоренности о том, чтобы во втором туре попал председатель социал-демократической партии Румынии и председатель партии АУР Джорджи Симеон, потому что у Чолаку был только один шанс победить на президентские выборы, если во втором туре он будет состязаться с Джорджем Симеоном. У остальных... Так думал Чолаку. Так думал Чолаку. И его команда, все так думали. И поэтому они решили как-то продвинуть дальше Джорджа Симеона. Они взяли и запретили участвовать в предвыборной гонке председателя партии СОС Шошака, Диана Шошака, и вот ее исключили. Они все подумали, что все ее голоса, 10-15% перейдут к Джорджу Симеону, и он пойдет во втором туре. Но все это всплыло на поверхность, и там некоторые политики не
смогли удержать язык за зубами, и они об этом говорили в публичном пространстве. О договорнике, да, который был между Да, Джорджем Семеновичем и Аваковым. да, договорнике они опубликовали там кое-какие разговоры, переговоры, и вот люди были очень недовольны этим. Они сказали, нет, мы не пойдем тогда голосовать за вот этих, за Чолаку или за Джорджа Симеона. Мы будем голосовать за какого-то независимого кандидата. Кроме того, либеральная партия, которая имела очень хорошие шансы, они проиграли из-за того, что они... Пенеле вы имеете в виду, Пенеле, да? Чука, да, Николая Чука. да, он очень порядочный, я его лично знаю, он очень порядочный, он хорошо подготовленный, но на него злую шутку с ними играл президент Йоханнис, который хотел стать сенатором, хотел, чтобы ради него поменялся закон, специально для него, чтобы он для Йоханниса, чтобы он смог участвовать в парламентские выборы, будучи президентом. Чтобы ему было чем заняться после окончания срока. Да, но ему сказали, можешь участвовать, но нужно подать в отставку с должности президента, потому что должность президента несовместима с другой деятельностью. И они хотели поменять закон, чтобы он, будучи президентом, смог участвовать в парламентских выборах. Ну там с ним вообще такая тоже интересная история. Я недавно смотрел у Рекордера, это СМИ расследовательская в Румынии, которая сделала документальный фильм про десятилетие Йоханниса. Но меня, честно говоря, немножко шокировал этот фильм. То, с чем остается Румыния после 10 лет Йоханниса, и то, какие радикальные элементы полезли в румынскую политику во время его президентства, скажем так. И там еще одна история была. Йоханнис активно себя продвигал на должность генсека НАТО. Да, но никто его не поддерживал. Никто его не поддержал. Да. Ну, я бы с запасом относился к таким, с резервами, с осторожностью. С осторожностью к Рекордеру, потому что они работали по заказу УСР, партии, которой руководит Елена Ласкони. Ага, понятно. Они немножко были на стороне оппозиции, они были не объективными в данном случае. Поэтому у Йоханниса есть и хорошие стороны, и есть и плохие. Но то, что он потерял как-то связь с народом и с политическими партиями, но нужно ему отдать должное, что он смог после того, как Uniunea Salvați România, УСР, они ушли из альянса, который руководил Румынию, они хотели создавать парламентский кризис. Но Йоханнис нашел выход, создали большинство вместе с ПСД. И Пенеле, да? Пенеле и ПСД, да. И заменили УСР в этом альянсе. Это было накануне войны, все знали, что начнется война, и Румынии нужна была стабильность. Все, сейчас можно говорить все, что угодно, но это был очень хороший шаг, это был такой непопулярный, но необходимый. Ну вот, кстати, да, вот если можно дальше вот развить нашу дискуссию в две стороны. С одной стороны, влияние России, да, на эти выборы было и не было, то есть как бы чуть позже я попрошу вас на это ответить, но с другой стороны, и насколько вмешательство России в румынские выборы привело к тому результату, который мы имеем сегодня в первом туре. Потому что, и второй вопрос, очевидно, усталость румынского общества от так называемых системных партий, к которым относятся, я так понимаю, ПСД и Пенеле, которые долгое время находились в румынской политике, и между ними, ну, грубо говоря, менялись властью в парламенте, в президентуре, хотя президентов ПСД было меньше, чем президентов от Пенеле, насколько я понимаю. Хотя Басеску не президент Пенеле. Но нет. Ну, имеется в виду, что да, эти две системные партии, которые, ну, грубо говоря, постоянно были у власти, и общество чувствуется определенная усталость. Вот если можно считать голосование румын как этот протест против вот этой вот бесконечной власти, которая сменяет между Пенеле и ПСД? Этот протест был против определенных политических лиц, потому что... Не против двух партий. Это мы посмотрим в следующее воскресенье. Ну да, выборы про парламент. Да. На парламентские выборы.
Но Калин Джорджеску, он без партии. Ну да. У него нет партии, за спиной ничего нет, у него даже офиса не было. Он вышел из квартиры и там разговаривал с журналистами. У него ничего не было, но зато у него была такая поддержка в ТикТоке, и они сейчас ломают голову, как это случилось, что мимо нас, мимо всех наших фильтров, что мимо всех спецслужб уже полгода они вели вот такую работу. Вот, к примеру, вы опубликовали там в ТикТоке там что-то про весну, а там кто-то комментирует: голосуйте за Калина Джорджеску, он лучший. И там десятки таких комментариев, а они Под каждым постом, не связанным с политикой. не связаны с политикой. У него было 5000 аккаунтов в ТикТоке. Именно в ТикТоке. В ТикТоке, Не в социальных, да. а именно в ТикТоке. В ТикТоке. На него работали фабрики ботов из Приднестровья, из Сербии и другие. А когда об этом узнали? Об этом узнали в последнюю неделю. Но они знали и раньше, но они думали, что это пройдет мимо, что у него было 5% в этих вопросах. 5% думали, что это не опасно для нас, 5%. Но оказалось, что наши спецслужбы Молдовы были лучше подготовлены. И я давно говорил, еще с прошлого года, что Россия собирается наносить удар по демократии в Румынии. И будут вложить огромные деньги и применять новые технологии для того, чтобы продвигать своего кандидата. И вот случилось. Ну, конечно, он не набрал 40% голосов, он набрал 22%. Но это много. Это много для Румынии, но есть, я думаю, что Ласкони победит, что здоровая часть общества, будем так говорить, здоровая часть общества возьмет вверх, и оно мобилизуется, как у нас мобилизовались на президентские выборы, и выйдут голосовать за Ласкони. Она антисистемная, но вместе с тем ее партия была частью системы. Недавно были в коалиционном правительстве, да? Да, но она антисистема ПСД и вместе с ПНЛ, потому что не удалось партии либералов, не удалось доказать, убеждать избирателей, что у них нет ничего общего с ПСД. Не удалось. Народ думает, что они заодно. Ну, там, насколько я понимаю, они же недавно практически произошло слияние этих двух партий. Если можно так назвать, ПСД и ПНЛ. Ну, не слияние, но у них были отдельные... Да, но на местных выборах они шли общим списком, насколько я понимаю. Недавно были местные выборы в Румынии, и они там практически шли, у них, я так и не понял, то ли общий список, то ли не общий список. Не. У них не общий список был на местные выборы, потому что невозможно. Они то ли от одной партии, то ли от другой. И у ПНЛ больше 1000 этих примарей в Румынии своих. Но, может быть, на какие-то местные советы, может быть, был общий список. Но они думали по общему списку на президентский и на парламентский, но не получилось. Но на Европарламенте у них был общий список, по-моему. А на местных нет, там нельзя, невозможно. Ну вот, это все прихоти Йоханниса, и у Йоханниса оказалось, что он ошибся. И партия ПНЛ, она не поддерживала своего кандидата. Они не работали на него. На Чука вы имеете, Николай Да. Чука. Ну, в том-то и дело, что претензии к ПСД в Румынии, они зреют давно. И протесты были против ПСД. Еще тогда, когда Йоханнис пришел к власти, он уже пришел фактически на волне протестов против ПСД. Виктор Понта тогда был премьер-министром страны, да, после того, как выиграл Йоханнис, он, значит, подал в отставку, потом пришел их барон, я забыл, как его имя, которого посадили на 3 или 4 года. Да. Да. Ну, то есть, как бы Драгня, да. Недовольство ПСД росло, и тот факт, как они обошлись, как бы имеется в виду... Я почему об этом говорю? Потому что, с одной стороны, да, есть российское влияние, и мы об этом поговорим чуть позже, да, какое оно было, но с другой стороны, есть вот это вот недовольство. И, получается, политические элиты не поняли, что это недовольство может выстрелить таким образом, или как? Никто не понял, потому что я вчера смотрел румынское телевидение, и сегодня с утра, с 6 часов, они все в недоумении. Как так могло произойти? Вчера был экзит-пол, который предсказывал, что
совсем по-другому, что Чолаку и Ласкони войдут во втором туре, а потом, когда начали поступать эти протоколы и когда начали считать голоса, оказалось, что совсем наоборот. И что положение не такое. Наверное, многие на экзит-поле не хотели говорить правду. И все социологи говорят, мимо нас, это прошло мимо нас, они сегодня уже думают, как объяснить этот процесс, который застал их врасплох. Это, наверное, это поводом для глубоких исследований, потому что диаспора, которая спасла Республику Молдова, на этот раз диаспора... Ну, румынская диаспора голосовала совсем по-другому. Да, Особенно в Европе румынская диаспора проголосовала за Джорджеску. да, он на первом месте. В диаспоре в Европе или Да. в Америке тоже? В Или Европе. Я в Америке Европе. не знаю. Но Да. у нас Елена Ну, в Ласкони Республике на Молдова, первом да. месте. И Елена Ласкони. И на втором месте Чука, по-моему, если Да. не ошибаюсь, да. Ну хорошо, но почему тогда получается, что да, есть вот это недовольство, и оно вполне объяснимо, но люди пошли в объятия вот этой экстремистской силы, вот этого экстремала, который, ну это просто, это румынский Дугин, да, то есть как бы это Дугин, идеолог современного русского фашизма, если так его можно назвать, как бы, и люди пошли в объятия к нему. Вы можете объяснить этот феномен? Это мы знаем. А большинство из тех, которые за него голосовали, Этого не знают? этого не знают. Они являются жертвами ТикТока, потому что я сегодня смотрел, на улице брали интервью у одного мужчины, спрашивали, за кого голосовали. Он говорит, за Джорджеску. А почему? Потому что мой 8-летний внук сказал голосовать за него. А тот знает из ТикТока. Он же не ходит на встречи с избирателями. У него не было команды, у него не было никаких там... Если его слушать, вот женщины, которые его послушают, они никогда за него не будут голосовать. Он говорил, что у женщин нет способности руководить государством. Они не должны заниматься политикой. Это только мужчины могут принимать такие решения. Он ксенофоб, он антисемит, он... Все, что хочешь. Все, что хочешь, да. Но за него голосовали. Я не знаю, как этот феномен так случился. Еще один вопрос, который хотел бы вас спросить. Вот мы видим, что румынское общество, ну, имеет большую поддержку Джорджа Симеон, да, его партия Аура, имеет большую поддержку там это Йованович, как ее, Шошак. Диана Шошак. Диана Шошак, да. Имеет большую поддержку вот этот вот Джорджеску. Но я так понимаю, что за Джорджеску проголосовали те, кто собирался голосовать за Не за все, Шошак. не все. все. Окей. Но что я хотел спросить. Вот эта вот антирумынская повестка, которую он толкает и которая такое ощущение, что очень резонирует с румынским обществом. В то же самое время на протяжении последних, уже почти 3 лет мы видели, что Румыния была очень таким стабильным, предсказуемым союзником Украины в ее противостоянии российской агрессии. То есть на уровне политических элит и руководства Румынии, да, и бюрократии есть четкое понимание того, откуда идет угроза и с чем сталкивается Украина. Но вот это вот общество, да, в обществе есть часть общества, которая как бы, немножко выступает против этого. Вы можете объяснить этот феномен? Это результат российской пропаганды или что происходит? В Румынии около 30% населения это суверенисты. Они когда делали акцент и голосовали за Джорджеску, они не думали о каких-то там пророссийских настроениях, они думали о том, что Румыния может потерять часть суверенитета в пользу Евросоюза. Это и ошибочные такие, ошибочная информация, которая шла от Евросоюза. Это те люди, которые живут на Западе, и они недовольны, как их там приняли. Это не академики, это не высокие слои общества, это не элита. Люди, которые работают на стройках, которые работают на поле, у них есть свои недовольства. И они видят, что здесь в Румынии политический класс, он совершил очень много ошибок за последнее время. К примеру, специальные пенсии. Люди, которые работали до 40 лет, выходят на пенсию, получают 3 тысячи, 5 тысяч евро пенсию, а они должны работать до 65 или до какого-то там возраста. Это определенная категория, по-моему, военные, если не ошибаюсь. Военные, судьи, там, прокуроры, полицейские, там достаточно таких. Это очень много денег идут на эти... Несмотря на то, что ВВП Румынии
он за последние годы вырос в 3 раза. И уровень жизни в Румынии стал намного выше и намного лучше, чем было когда-то. Но не все люди имеют какую-то политическую подготовку. И вот эта пропаганда, и вот эта война, и все это на них действует. Но сейчас, если суммировать все, что набрал Джорджеску и Джорджи Симеон, получается больше 30%. Но за него не голосовали люди, которые пророссийские. Голосовали просто те, которые против нынешних политических лидеров. Они То есть есть усталость очень сильная. усталость и протестный голос. Протестный голос против вот то, что произошло, вот эти расследования про компанию Нордис. Нордис, да. Это и поездки Чолаку в Монако, в На Ницце, частном самолете, на да. частных самолетах, которые оплачивал вот с этой компанией, которой там был очень высокий риск коррупции. И многие такие. И то, что у Чолаку даже нет, он не закончил... Там непонятно, что с образованием. Что с образованием. И люди просто устали. А у ПСД, они вместе с ПНЛ на Европарламенте они набрали больше 50% голосов. И это надо уметь, чтобы за Проиграть. такой короткий период проиграть поддержку населения. Они не сделали выводы, необходимые выводы. И вот бывают такие случаи в мире, когда за 2 месяца появляется партия, которая победит на выборах. И даже не партия, а отдельный кандидат, у которого Отдельный даже, как вы сказали, нет кандидат, даже да. офиса. Да. Да. Но уровень поддержки Украины, чтобы закончить с этим вопросом, он на каком уровне в Румынии сейчас? Он на хорошем уровне, и от Джорджеску навряд ли что-то зависит, даже если он победит на выборах, потому что у него партии нету, а большинство в парламенте это и ПСД, и ПНЛ, и УСР, они все поддерживают Украину. Есть 2 партии, партии Джорджи Симеона и Шошака, Которые не поддерживают. которые не поддерживают, но у них нету большинства, не будет. И вы не думаете, что они будут большинство? Да? Ну, они не могут, это просто исключено. У них, если сейчас Джорджи Симеон набрал около 14%, ну, пусть он наберет 15%, пусть 20%. Но все равно там большинство это 50+1. Влияние России. Как оно проявилось на этих выборах? Оно проявилось очень так субтильно, и оно в ТикТоке и в других фабрике ботов, которые поддерживали определенных кандидатов. Но оно было. Но оно было, да. Оно сейчас уже все говорят, как это, почему вы не закрыли его эти аккаунты, почему говорили, что нет влияния извне на избирательный процесс в Румынии. А оказалось, что он был. Но в Румынии, вы понимаете, немножко по-другому. У них другие законы. Не то, что у нас. У нас в последнее время приняли законы для того, чтобы оградить влияние России и финансовое влияние на электоральный процесс. У них этого нету. Если у нас этого Бреговича запретили въезд в Молдову, Там то нет? он через 2 недели он уже устроил концерт в Румынии. Там такого нету. Там каждый имеет свои права. Там Как бы у немножко нас тоже все имеют свои права. Да, но он был в списке тех, которые посетили Крым. И его включили в этом списке международном, а в Румынии его не включили. Но Румыния же могла принять эти меры. Могла, или не но могла? не принимала. Но не приняла. Ну, кстати, меня вот это вот удивило. Я тоже следил за многими людьми из Республики Молдова и из Румынии, которые комментировали политические события в Румынии и так далее, да. И вчера вечером включил, этот Дичь-24 для того, чтобы смотреть, ток-шоу и главное, где обсуждают результаты выборов. И меня поразила одна вещь. Там эксперты, которые сидели в студии, уважаемые, я так понимаю, известные эксперты на всю Румынию, ведущие, я так понимаю, этого главного ток-шоу на Дичь-24 политического, они просто были в недоумении, как так могло произойти, что кандидат, который считался маргиналом, взял, выскочил. И выскочил практически на первое место. И если говорить о наших недавних выборах, то вы следили, вы знаете, вы видели, что у
у органов власти, у экспертов, у независимых средств массовой информации главной темой практически за полгода до выборов было влияние России. Мы где-то за месяц, ну, практически знали весь пазл, всю схему, как Да. Россия действует в Республике Молдова. И благодаря расследованиям Зиара Удигарда, вот этих вот двух журналисток Марию Цинистру и Натальи Захареску, все общество узнало, как это вообще работает. В Румынии это вообще не было темой, российское влияние вообще не было темой избирательной кампании. И у меня возникает вопрос, они прошляпили его или его на самом деле не было? Они его прошляпили. Они прошляпили. И там наши партии тоже должны извлечь уроки из этого. Наша партия из Республики Молдова. Да. Потому что предстоят уже Парламентские парламентские выборы. И вот вы видели недовольство людей против партий. Это первое против Чолаку, против там разные эти деятели политические, которые устраивали разные договоренности незаконные, и они все вышли на поверхности. Партии ПНЛ, это Чука, которому больше всего помешал президент Йоханнес, и его партия не работала на это, они, тем более, что правый сектор, будем так говорить, правые кандидаты, они не смогли объединиться. Ну, такие правые, умеренные правые, скажем так. Правый, умеренный, правый, да. Ну, я Вы так, имеете в грубо. виду, это Чука, это кто? Чука, Ласкони, Ласкони? да, там был Диаконеску, Да. и еще кто там был? Клемента Хунора. Джоанна. Клем- Келемен Хумор, он всегда набирает 4,5-5%. Ну, представляете, венгерское меньшинство. Да. И иногда и многие румыны за него голосовали, потому что из всех кандидатов он был самым подготовленным. И многие говорили, как жаль, что он Не прошел, да? не от другой партии, потому что они себя изолируют в эти 5%, и все. И всегда проходит в парламент, насколько я понимаю. Да. У них всегда стабильный 5%. И вот они не извлекли уроки. Головокружение от успеха после европейских выборов. Они подумали, вот я видел, как говорили лидеры либералы в Румынии, что у нас 1000 с чем-то этих коммун, примарий. Да. Мы не можем не вступить во втором туре. Они все будут работать на нас, это огромное количество людей. Оказалось, что никто за них не работал. Никто. И поэтому... Единственный жудец, извините, где он на первом месте, это, по-моему, жудец Джорджу. Да, только один. Только один, больше нигде. Небольшой, да, уезд. И сейчас наши должны извлечь из этого уроки. И если не будет реформы в ПАС, в правительство, то мы проснемся, что какая-то новая партия или какой-то лидер наберет большинство на парламентских выборах, потому что люди недовольны этой косметической реформой, которую предприняла партия ПАС сейчас. Да, это, кстати, да, это очень серьезная претензия была к ПАС. И ожидания были намного более серьезные в плане перестановок и всего остального. Это произошло просто перестановочка такая, да. Мебель переставили. Да. В правительстве. Если коротко, ну, для того, чтобы завершить тему с влиянием России на выборы в Румынии, как оно проявлялось? Только через ТикТок, потому что очевидно, что да, с одной стороны мы не можем отрицать недовольство, и мы проговорили с вами, вы проговорили это недовольство, которое накапливалось в румынском обществе, ну, долгое время, это не последние, там, допустим, 5 или 6 лет, а долго оно накапливалось и так далее. Но как Россия здесь сыграла? Есть какое-то понимание? И куда смотрели спецслужбы Румынии, которые считаются достаточно сильными спецслужбами? Они очень сильные, но они тоже прошляпили. Дело в том, что в Румынии спецслужбы, они делали ставку на Джорджа Симеона и Диану Шушуак. Так как Диану Шушуак ее убрали из предвыборной гонки, остался Джорджа Симеон. И у него было... ТикТок это открываешь, там только Джорджа Симеон. Везде Джорджа Симеон, везде его показывали, принимали, его продвигали. Все пророссийские эти консервы из Румынии, они все у него в партии.
все его поддерживали. Но потом, когда вышла информация о том, что Джорджи Симеон, он не антисистемный, а у него есть сговор с Договорняк с этим, Чолаком, да. чтобы он вступил во втором туре. Люди сказали, а какая разница, за него голосуем или за Чолаку? Они все равно заодно. Поэтому давайте мы проголосуем за другого. И вот вышел этот Джорджеску. Да, Джорджеску, который набрал и голоса у Джорджа Симеона, и голоса Дианы Шошака. Поэтому Россия навряд ли ставила на него, потому что у него не было партии, у него не было команды, у него не было денег. Но потом, когда они поняли, пошла такая работа в ТикТоке, очень интенсивная, везде. Вот я выступал, у меня был эфир на одном телевидении, и они загрузили в Ютубе. Я смотрел там комментарии, там, даже не по теме. Голосуйте за Джорджеску, голосуйте за Джорджеску. Они никакого отношения к этому, там тема была другая, они все равно, они были везде. То есть это фабрика, это боты, тролли, да, как боты, классическая тролли, схема, да. Но я слышал, у него там где-то... Они только через ТикТок пошли, как вы думаете? Ну, потому что мы с вами говорили, ТикТок стал основной социальной сетью Румынии И сейчас. кроме того, в диаспоре у них свои сети там, каналы, они там тоже. WhatsApp и так далее, да? Они, да, у них свои чаты там, они проникли туда и начали продвигать эту идею. То есть это в основном они, я так понимаю, ну, да, опять же, для того, чтобы резюмировать, они уловили вот это недовольство общества и стали нажимать на эти болевые точки. Я имею в виду российские. У них очень хорошие социологи, они очень хорошо понимают все это. И этот... Кремль вы имеете, русский. Да. И Джорджеску, он тоже социологом был. У него есть образование, он учился в Академии Сирии, по-моему, там где-то. Он понимает, как это надо манипулировать. И когда его спрашивали, а какое ваше отношение к России, к Украине, он говорит, я не буду отвечать на такие вопросы, давайте поговорим о проблемах Румынии. Зачем нам вот это? Сирия это СИП, это румынский СИП, да? Да. Ну, я видел один отрывок интервью, его журналистка спрашивает, а вот как вы относитесь к войне в Украине? Говорит, что вы мне говорите про эту войну в Украине? Да. Я там, Меня это не интересует. Вы были там? Меня это вообще, говорит, не интересует. Вы там были? Да. Как, говорит, я вот с беженцами встречаюсь. А вот насчет беженцев, говорит, да, вот и началась вот эта вот песня про пособие, которое получают. Да. Он надавил на такие чувствительные точки вот малообразованных людей, которые не понимают вообще, что происходит в этом мире. Они знают только под своим носом что-то, и большинство из них, они все время недовольны. Они не добились больших успехов в этой жизни, и они спекулируют. Кстати, вот еще один момент, если вы могли бы прокомментировать, мы видим очень серьезное отличие между румынской диаспорой и молдавской. Что отличает? То, как голосуют, как... Потому что нас молдавская диаспора спасла на этот раз. Нас спасла. Там неоднократно раньше тоже румынская диаспора спасла Румынию. Да. Вот когда Йоханнес первый раз победил на выборах, там было и Басеску, но потом что-то там поменялось, потому что румынская диаспора, там почти 3 миллиона людей. Это много. Там очень много, да. И они не все голосовали. Есть очень многие, которые уже не поддерживают связь с Родиной, они не участвуют в политической жизни, не идут на выборы. Самые активные – это те, которые недовольны. Люди, которые кого-то ненавидят. Но люди бедные, они всех ненавидят. Они ненавидят всех, которые у власти, потому что для них это они все виноваты. И вот нашли своего кандидата, у которого ничего нет, вот мы за него будем голосовать. Ну, конечно, это неправильное решение, потому что Румыния не может жить отдельным государством, как не может жить Молдова. И Россия, она очень большая, но тоже не может жить самостоятельно. Да. Поэтому тем более Румыния не может. Ну вот за последние годы очень много таких в интернете я видел, в Фейсбуке, в ТикТоке, такие ностальгические... Настроение по временам Чаушеску? Да.
вот раньше было хорошо, мы были счастливыми, вот было бедно, но нам было хорошо, мы были независимыми, у нас все было и так далее и тому подобное. Они вот на это давили и на другие такие. Ну ладно, я еще могу понять здесь, да, такую ностальгию, хотя тоже не могу понять. Но в случае с Румынией это же вообще невообразимо. То какой глубокий кризис Чаушеску вогнал вообще румынское Но общество. молодежь это не знает, молодежь это знает, не помнит. понятно. И очень многие молодые голосовали за Джорджеску или за Джорджа Симеона, потому что он прикольный, он другой какой-то. С их точки зрения. Да. Если говорить о наших выборах, в Румынии, кстати, сейчас, да, в следующее воскресенье парламентские выборы, и через воскресенье второй тур президентский. Второй тур, да. То есть такой календарь, кстати, очень многие говорят, что Чолаку его придумал для того, чтобы создать себе более благоприятные условия. Да, но наоборот. Но наоборот, не получилось, даже во второй тур не прошел. Значит, что на следующих... Нас предстоят в следующем году парламентские выборы. И главная битва будет, ну, скажем так, там. И мы понимаем, что, вот, например, у Румынии, кстати, да, я вернусь, насколько я понимаю, уровень жизни в Румынии рос. Румыния стала членом Шенгенской зоны, вошла в Шенгенскую зону, и по сухопутной границе тоже последнее соглашение было подписано сейчас недавно. Бурными темпами идут строительство автомагистралей в Румынии, все это мы видим, да, кто проезжает в Румынии, тоже это видит. Я так понимаю, что выросли и пенсии, и зарплаты, и тем не менее люди как бы такие евроскептически настроены. Ну, не все, там Не все. 25, ну, максимум 30% есть такие. И таких было... Даже те, которые живут в Европе, среди них Ну да, тоже вот есть мы это- евроскептические. И мы видим, как некоторые, и в том числе и Россия, могут направлять вот это вот недовольство через Да. Facebook, через TikTok и так далее. Мы к парламентским выборам, с вашей точки зрения, что нужно сделать для того, чтобы не попасть в эту ловушку? Потому что если мы попадем в эту ловушку, и России удастся реализовать те планы, которые реализовали, то получается, что все те достижения, то, что мы спасли референдум, спасли президентские выборы, это может пойти, ну, грубо говоря, прахом, да, если будут проиграны парламентские выборы. Если бы через неделю состоятся у нас парламентские выборы, то ПАС проиграет с треском. Проиграет выборы, потому что вот Майя Санду и обещала в предвыборной кампании, что она все поняла, она разговаривала с людьми, и надо вот проводить реформы, но этого не произошло. Этого не произошло, и та ошибка, которую сейчас они совершили насчет поездки в Санкт-Петербург, Парликов, это в «Газпром» поехали, и то, что они поменяли там пару министров, которые ничего не решали, назначили других таких же серых, таких неярких министров, о которых люди не знают. И то, что наш премьер говорит, что он не политик, он не член партии, значит, у нас технократ у власти, или как там, что у нас, кто нами руководит. Потому что народ, когда идет голосовать, сейчас будет голосовать за успехи правительства. Народ никогда не голосует за парламент, потому что парламент, он всегда такой непривлекательный. Парламент, депутаты никогда не пользовались большой любовью народа. Никогда они не пользовались и не приносили дополнительные голоса. Всегда народ следил за действиями правительства. Потому что парламент не распределяет деньги, не распределяет благо. Это правительство. А премьер-министр, который говорит, я не член партии, так он на кого работает? Он руководит правительством партии ПАС. Партия ПАС имеет 63%, да, в 63 мандата. 63 мандата. И они отдали другому правительству. Если народ недоволен правительством, то что надо делать? Надо менять премьер-министра. Нет другого, пусть ищут. То есть вы считаете, что нужно было начать с замены премьер-министра? Я так считаю, что нужно было, чтобы премьер-министр подал в отставку и назначить другого премьера, потому что вы смотрите, какие у него рейтинги. Какой рейтинг у него? Ниже 1%. Если вы еще замеряли рейтинг Гречева. Замеряли, но он ниже процента.
Ну, лидер партии Майя Санду. Зачем Майя Санду Она не создавать лидер конкуренцию? партии и не руководит правительством. Ну, это формально. Но мы же понимаем, что она лидер партии ПАС. Ну, вы смотрите опросы. Ну, у Майи Санду рейтинги высокие. Но она не будет в списке. Я понимаю. Народ недоволен партией То есть вы ПАС хотите сказать, и что правительством. не будет связки Майя Санду ПАС на этих выборах? Оно есть вот где-то 25%. Я смотрю, что пишут мне и в комментариях, что не надо критиковать, а что вы были лучше и так далее и тому подобное. Эти люди не понимают, что речь не идет обо мне. Речь идет о Республике Молдова, что они могут потерять Республику Молдова из-за того, что кто-то не хочет уходить. Или то, что они не хотят приглашать со стороны. Или у них тоже есть умные люди, порядочные, которые просто когда работаешь, когда выполняешь, руководишь правительством, люди должны быть убеждены в том, что правительство принимает правильные решения. А сейчас, вы смотрите, пресса пишет, Парликов едет в Санкт-Петербург, потому что летом, когда газ стоил $250 за 1000 кубометров, они не купили газ в запас. Они сейчас покупают, когда 500 стоит, правильно? Или 450. И запасов не хватает. Почему допустили такие... Ну, Парликов был недавно объяснял тот факт, что они не могут хранить в газохранилищах в Украине, потому что это небезопасно, потому что есть риск того, что Россия начнет обстреливать именно эту газовую инфраструктуру. Тем более сейчас приближается к концу, истекает договор о транзите газа через Украину. И Россия, по мнению некоторых экспертов, я это смотрел в самой Украине, может начать в отместку бить по газовым хранилищам. Как бы, ну так объяснил Парликов. А зачем он едет в Москву? Я так понимаю, едет в Москву для того, чтобы договариваться о газе для поставок на левый берег Днестра. Он едет спасать Приднестровье. Он едет спасать Приднестровье и надеется, что может купить дешевый газ и для Республики Молдова. Но я не знаю, как они его доставят до Республики Молдова. Но то, что раньше можно было, почему Россия до сих пор не била по этим газовым хранилищам, они же не находятся на поверхности, они в подземелье, они там обустраивают такие хранилища, там, где были шахты, где были какие-то месторождения уже истощенные, где есть в подземелье есть большие пустые объемы, можно заполнить газом, они специально обустраиваются. До сих пор этого не было. До сих пор Украина охраняла наш газ. А можно было купить объемы летом и получать их зимой. Ну, и, насколько я понимаю, часть контракта, часть закупок сделана именно по этой схеме. Покупаешь летом, получаешь зимой. Форвард, или как он это называется. Да. Я слышал частично, у Калугуряну был Виктор Парликов. Кстати, уточню, что мы записываем эту передачу именно тогда, когда Парликов находится с визитом в Москве. Сегодня, да? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, да, извините, да, Газпром, да, в Санкт-Петербурге. Ну, с другой стороны, да, наверняка у них есть какие-то аргументы объяснения, но с другой стороны, хотелось бы, чтобы они более эффективно по этому поводу коммуницировали. Для того, чтобы мы понимали, что происходит, почему Нет, так и не иначе. дело не только в этом. Дело в том, что мы хотим решить приднестровский вопрос, и в то же самое время премьер-министр отправляет Парликова в Санкт-Петербург договориться с «Газпромом» о спасении Приднестровья. Так? Очень хороший аргумент. Давайте об этом вот здесь немножко остановимся. Идет война рядом с нами, Да. и Россия убивает мирных жителей Украины, Украине, мы да. едем туда договариваться с Россией. Когда Россия выполняла свои обязательства. Россия имела контракты с Европой, и они прекращали подачу газа, потому что хотели шантажировать их. Согласен. Хотели, чтобы они замерзли. Согласен. Сейчас мы, вместо того, чтобы предложить Приднестровью цивилизованный путь решения вопроса, не наше, он же не покупает Парликов газ, он едет политически, он как политик едет туда договариваться. Ну, согласен с тем, что Парликов не политик, Парликов технократ, ему был приглашен в это правительство как технократ. Ну, смотрите, есть другой момент. Очень многие Но у эксперты- нас правительство Политическое. политическое. Я с вами согласен, господин Шалар. Просто смотрите, есть такой момент. Есть такое мнение, что если Россия сейчас перестает поставлять Приднестровью газ, Приднестровье привыкло получать газ бесплатно, то это создаст гуманитарный кризис на левом берегу Днестра. Вы что на это ответите?
И это создаст дополнительные проблемы политические для Республики Молдова, для правого берега. Почему? Ну, потому что нужно будет поставлять газ с Приднестровья по тем ценам, которые мы получаем здесь, платим здесь. Они к этому не привыкли, у них доходы там очень низкие, да, и это может создать какие-то проблемы. Россия может компенсировать деньгами. Они же давали им бесплатный газ, пусть дадут деньги. Потому Если что Россия не будет мы компенсировать? не контролируем Приднестровье. Да, Так? это правильно. Мы не контролируем. Это правда. Это неправильно, но это правда, да. Да, мы не отвечаем за состояние там, энергетики, за состояние экономики, потому что мы помогали им до сих пор, как могли. Сейчас мы не обязаны им предоставлять бесплатный газ, потому что они так привыкли. Но, опять же, это создает проблемы. Это не наша проблема. Это вот население левого берега, они не должны отвечать за то, что там они живут в этом преступном режиме, да? Но они несут свою вину. Они виноваты в том, что там есть этот преступный режим, потому что они за них голосовали всегда. Есть ответственность в том числе. Есть ответственность, но они не понесут наказание за это. Но они должны выбирать или так, или так. Почему Парликов должен ехать, летать в Санкт-Петербурге и договариваться со страной, которая чуть не организовала госпереворот в Кишиневе? Почему? А где наша эта самая гордость? Где наш ум в данном случае? Потому что какая гарантия, что завтра они не перекроют опять газ или электроэнергию? Почему мы построили этот газопровод? Чтобы у нас была альтернатива. А мы сейчас опять летим в Москву, к России, к Путину, чтобы молить его, чтобы он давал бесплатный газ. Хорошо, у меня... Какова будет политическая цена? Ну так вот, тот же вопрос. Он не летит. Я не говорю о том, что то, что он полетел в Москву, в Санкт-Петербург, это правильно. Это нужно было делать именно так. У меня просто другой вопрос. Молдова не договаривается с Россией, что было бы, наверное, хорошо. Представитель Молдовы не летит в Санкт-Петербург, что было бы, наверное, хорошо. Россия перекрывает краник, хотя мы не знаем, перекроет она краник, не перекроет для Приднестровья. Это тоже такой вопрос, на который никто не дает ответ. Если Парликов не полетит в Москву, что Россия перестанет поставлять газ на левый берег Днестра? Может, тоже не знаю. Если перестают поставлять газ на левый берег Днестра, Россия вот сказала, мы не поставляем. И у нее нет возможности поставлять, потому что Украина заблокирует, не будет возможности транспортировать. Реверсом они тоже не смогут поставлять. Приднестровье остается без газа. Что это может создать? Мы должны отказаться от Приднестровья или что должно происходить? Не, мы не должны отказаться от Приднестровья. Приднестровцы должны отказаться от своего режима, от своего руководства. И мы должны это подтолкнуть их к этому, вы это хотите сказать? Они должны это понимать, потому что они привыкли к тому, что вот если что-то случится, Кишинев нам поможет. А Кишинев своими шагами они укрепляет вот этот преступный режим Приднестровья. Об этом было известно больше года тому назад, когда Украина объявила о том, что с 1 января 2015 года прекратится транзит газа, российского газа через Украину. Почему они целый год ждали? Почему они не занимались этим? И вот сейчас, допустим, чему добьется Парликов? Россия продолжит поставлять бесплатный газ в Приднестровье? Я не знаю. Какими путями этот газ окажется в Приднестровье? Ну, там есть, насколько я понимаю, схемы, если не «Газпром» участвует, а какая-то третья сторона, третья компания закупает газ и поставляет сюда, то как бы это позволяет не попадать под санкции. Ну, как бы я технически обрисовываю. Но, опять же, вопрос в том... Вот скажите мне физически, какие газопроводы соединяют Приднестровье с Европой? Смотрите, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что «Газпром» не стоит на своем слове. Это Россия. И о чем бы ты с ними не договорился, не факт, что они эти обязательства выполняют. Они же нам до сих пор должны были поставлять газ в Республику Молдова, но они давно нам уже не поставляют. В этом вопрос. Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не говорю, что то, что он делает Парликов, это хорошо или плохо. Это, безусловно, влияет на наш имидж. Да? Просто я как бы задаю вопрос, какие решения есть в этой ситуации. Мы с вами обсуждаем это. Решение это приднестровцы должны понимать, что рано или поздно за все надо будет платить. То, что они привыкли или не привыкли, они получают пенсию из России, это не должно нас
волновать. Вот понимаете, мы платим за наш газ, а наш министр энергетики и наш премьер-министр добиваются тому, чтобы левобережье получали бесплатный газ. И дальше. И дальше, да. А почему они не добиваются этому в отношении всех граждан Республики Молдова? Ну хорошо, они могут сказать аргумент, смотрите, из-за того, что поставляется бесплатный газ на левый берег Днестра, молдавская ГРЭС производит электроэнергию, по которой мы покупаем по низкой цене. На это что мы можем ответить? Бесплатный сыр только в мышеловке. И потому что у нас, когда началась война, и помните, был этот кризис, перекрыли подачу электроэнергии, Да. они наши все искали, давайте, откуда нам купить, потому что когда зима, и когда Россия отдаст приказ приднестровцам перекрыть им подачу электроэнергии, что скажут наши молдаване? А контракты уже подписаны. Поэтому этот бесплатный или дешевая электроэнергия, она нам обойдется намного дороже, чем вот с Европы. А почему мы экспортируем все в Европу, да, 70%, а электроэнергию покупаем оттуда? Мы не можем производить дешевые товары, или мы не способны покупать? Почему наши покупают Мерседесы, но не Жигули? Хотя и не могут заплатить за электроэнергию по да, цене в этой хоть они намного дешевле, да, но они не могут, они политически зависимы и экономически от Приднестровья и от России. А мы чему добивались до сих пор? Независимости, правильно? Мы должны иметь альтернативный источник. Ой, мы не можем покупать электричество из Румынии или откуда-то, потому что оно дороже. А мы этим самым подумали о том, что мы поддерживаем этот преступный режим, что вот когда мы покупаем у них электроэнергию, мы поддерживаем полицию там Приднестровья, который сажает наших людей, мы поддерживаем КГБ Приднестровья, поддерживаем российскую армию, мы поддерживаем весь этот аппарат бюрократический. Ну, это, наверное, вопрос адресован всему обществу, которые привыкли получать, в том числе, дешевые... Вы знаете, люди, которые вообще не разбираются в политике, они задают себе вопрос, а вы хотите, чтобы там был кризис? А я хочу, чтобы Приднестровье отказалось от России. И для этого они должны потерять эту зависимость от России. Если Россия хочет помочь Приднестровью, пусть приезжает сюда. Пусть договаривается, потому что сейчас нет санкций против российского газа. Россия экспортировала 45% всего европейского газа. Вот она обеспечивала рынок в пропорции 45% всей Европы, Евросоюза. Сейчас она поставляет 0. Ну, в Венгрии, Словакии, Австрии. Под 10%, меньше 10%. Меньше 10%, да. А не потому, что они отказались от российского газа, а потому, что Россия отказалась поставлять газ в Европу, потому что хотели, чтобы они все замерзли и все пошли на коленях к Путину. И сейчас то же самое получается. Сейчас мы вместо того, чтобы ориентироваться на другие рынки, как было с нашим вином, мы зависели от российского рынка. И когда мы поняли, что нам нужны другие рынки, мы начали продавать вино намного дороже и нашли другие рынки сбыта. Про Гагаузию, наверное, да, вот в контексте того, что вы сказали, Приднестровье должно отказаться от России. Гагаузия вроде составная часть Республики Молдова, но он тоже никак не может отказаться от России. Здесь какие ошибки, с вашей точки зрения, совершены? Ну, не только нынешним правительством, и в том числе и нынешним правительством, да, но государством Республика Молдова за последние 30 лет. В этом году отмечается 30 лет. Знаете, надо изучать вот методы Путина. Да. Он держит свой народ в голоде, в холоде, и чем хуже им, тем больше они его любят. Наше правительство вложило больше денег в гагаузскую автономию. Они, но у нас, как говорят, один раз дал, человек обрадовался, второй раз, третий раз, пятый раз ему что-то не дал, он тебя начал ненавидеть, потому что считает, что это нужно. Нет, каждый... Что ты у него отобрал. Если не дал, то считаешь, что ты у него отобрал. Да. Политики очень такая существенная часть гагаузского народа, Гагаузии, они ненавидят Кишинев. Мое мнение, оно ясное, четкое и непопулярное. Вы хотите нас ненавидеть? Пожалуйста, только за ваши деньги. Не за наши деньги. Хотите нас ненавидеть? Пожалуйста. Хотите развиваться? Пожалуйста. Есть у вас ресурсы. Или вы должны понимать, что если вы хотите называть, чтобы мы назвали вас братским народом,
так как было до сегодня. Мы братья. Мы братья, но вы смотрите на другого. Фрати Добрын за Кубань, да? Нет, не в этом смысле. Если вы братья наши, то вы должны относиться к нам по-братски, а не это самое ударить в спину, как было до сих пор. Правильно? Потому что этот народ, он тоже является жертвой и политиков, жертвой и пропаганды, репрессий и так далее. И тому подобное. Если вы хотите жить с нами вместе, вы должны понимать, что мы должны быть вместе, а не смотреть туда за бугром. И поэтому я считаю, что даже сейчас, вот мне звонят люди, говорят, вот смотрите, село, они голосовали за Шора, за Додона. Пусть они тогда не получают европейские гранты, европейскую помощь. Пусть эту помощь получают только те, которые за европейский путь развития. Вы считаете в этом решении? Я всегда был против этого, но, по-моему, другого выхода уже нету. Потому что они должны понимать, что то, что мы давали, это мы давали из нашего кармана. Мы брали у других. Потому что, когда я принял решение строить эту дорогу Джурджулеш-Кишинев через Камрад, вы знаете, сколько у меня было проблем? Сколько меня ругали за то, что Вы были министром транспорта? Да, был министром транспорта. А я думал то же самое. Надо туда вложить деньги, нам там надо строить, чтобы они поняли, что мы должны жить вместе, что мы одна семья здесь, мы один здесь народ. Мы должны помочь друг другу. А мы строили им, а они тоже на Москву смотрели. Ну, не знаю, что нужно делать дальше, но очевидно, что-то надо менять. Имеется в виду подход Кишинева в отношении Время все поменяет, все поставит на свои места, потому что многое в мире меняется. И недопустимо, чтобы вот идеи Путина о том, что, как и этот Калин Джорджеску, о том, что надо перекроить границы, о том, чтобы вот у нас есть территориальные претензии к Украине или к Румынии или к другим странам, это им не дадут, никто не дадут это осуществить, потому что такая война начнется во всем мире. Нет двух стран, соседей, у которых не было бы каких-то территориальных претензий или каких-то ран старых, и которые еще не зажили. Нет такого. Поэтому хороший закон. То есть вы имеете в виду, что если начну идти по этому пути, который предлагает Джорджеску, это можно открыть ящик Пандоры и развязать Третью мировую? Ну, его открыл уже Путин. Но это плохой закон, если его принимать одинаково ко всем, он становится хорошим законом. А хороший закон, который применяет его выборочно, он становится плохим законом. Поэтому, может быть, закон и не хороший, но он есть, и этот закон, надо его соблюдать. Хороший и тогда будет порядок в мире. Хороший закон вы имеете в виду о том, что нельзя пересматривать границы в Европе? Ну, вот такие территориальные претензии. Я понимаю, что Россия думает, вот у нас Крым это наш. Хоть он и не российский, он с 1860 какого-то года стал российским, или сколько там лет. Да. Он наш, а вдруг он не ваш. А и немцы могут сказать, что вот Калининград наш. И так далее, и тому подобное. Понятно. Здесь очень много. Этот ящик Пандоры, если его открыть, то это лет на 50. Все мировые войны начинались с парадом, и с цветами, и с фанфаром. И все думали, вот за 2 недели мы победим. Вот когда Россия отправляла в Первую мировую войну свою армию, они все были очень счастливыми, они думали, что за 2 недели всех победят. Но война продлилась где-то 4 или 5 лет, и были миллионы убитых. Да. Поэтому легче это предупредить, чем развязать и потом всем жалеть. Поэтому я призываю к уму и наших руководителей, чтобы не допускать, чтобы к власти пришли такие же ревизионисты, как Шор, как Додон, ставленники Москвы, которые хотят просто, чтобы здесь была война. Господин Чаларов, я благодарю вас, что вы нашли время и пришли к нам поговорить о этих важных темах. Спасибо большое. Вам спасибо.